Сәлеметсің ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 6 классе. Урок 29, тема урока «Прогноз погоды». Сегодня на уроке вы узнаете, на что указывают неопределенные местоимения и как они образованы. Научитесь правильно выбирать раздельные или дефисные написания приставок с неопределенными местоимениями, находить их в научных и художественных текстах. Задание такое. Прочитайте, можно ли определить, сколько часов шел дождь, когда он закончился, кто промок, кто успел добежать и до какой именно беседки. Подумайте, почему выделенные местоимения называются неопределенными. Несколько часов шел дождь, затем через некоторое время он закончился. Кое-кто промок под дождем. Кто-то успел добежать до какой-то беседки. Прочитая эти предложения, невозможно определить, сколько часов шел дождь, когда он закончился, кто промок, кто успел добежать и до какой именно беседки. Выделенные местоимения в этих предложениях несколько, некоторые, кое-кто, кто-то, до какой-то. Эти местоимения называются неопределенными местоимениями, потому что они не называют предмет, не указывают на их признак, не называют количество. Неопределенные местоимения белгісіздік, исімдік. Неопределенные местоимения указывают на неопределенные предметы, признаки, количество. Неопределенные местоимения, кроме некто и нечто, изменяются по падежам. Некто, нечто, некоторые, несколько, кое-кто, кое-что, кто-то, что-нибудь. Упражнение первое. Рассмотрите таблицу. Как образованы неопределенные местоимения. Обратите внимание на то, что в неопределенных местоимениях приставка «не» всегда находится под ударением и пишется слитно, а приставка «кое» и суффиксы «то» либо «нибудь» через дефис. Неопределенные местоимения образуются от вопросительных местоимений при помощи приставок «не», например, что, нечто, кто, некто, который, некоторый, сколько, несколько. И при помощи приставки «кое», кое-что, и при помощи суффиксов «то» либо «нибудь», кто-то, сколько-нибудь, какой-либо, какой-то. Упражнение 2. Переведите данные местоимения на русский язык. На что они указывают? Составьте с ними словосочетание. Брю, кей, кейбр, бірдеңе. Кое-кто, кто-то, некоторый, нечто, что-то. Они указывают на неопределенность. Кое-кто из пришедших, некоторое время, нечто похожее. Учимся применять правила. Вдруг я увидел какую-то птицу. Какую-то птицу, неопределенное местоимение, указывает на то, что птица неизвестная, выражает неопределенный признак предмета птицы. Птицу какую, какую-то. Предложение является определением. Задание 3. Прочитайте, из каких произведений данные строки. Выпишите неопределенные местоимения. Укажите падеж. Первое предложение. Он действительно чем-то очень походил на военную фотографию отца, молодого солдата-пилотки. Это предложение из произведения «Солдатенок» Чингиза Айтматова. Неопределенное местоимение чем-то употреблено в творительном падеже. Второе предложение. Ласточка сунула что-то птенцам и вылетела. Это произведение «Ласточки на паровозе» Зверева.
Неопределенное местоимение что-то, винительный падеж. Третье. Нам недолго пришлось ждать в засаде. Через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков. Это из произведения «Этажи леса» Михаила Пришвина. Неопределенное местоимение несколько, винительный падеж. Четвертое. Синицын почувствовал себя виноватым, как будто он кого-то незаслуженно обидел. Кого-то, винительный падеж. Из произведения «Ласточки на паровозе Зверев». Пятое. Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них зверушек и птиц с этажами не как у нас в небоскребах. У нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже. С кем-нибудь, творительный падеж, из произведения «Этажи леса» Михаила Пришвина. Шестое. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. До какого-то, родительный падеж Михаил Пришвин, «Этажи леса». Упражнение 4. Спешите, раскрывая скобки. Поставьте ударение в неопределенных местоимениях. С любыми двумя словосочетаниями составьте распространенное предложение. Определите, что обозначает местоимение, какую роль оно играет в речи, каким членом предложения является. Так, в нескольких метрах, ударение падает на «е», за несколько часов, пишется слитно, через некоторое время, через несколько минут, в некотором государстве, в некотором царстве, в некотором государстве. Наш дом находился в нескольких метрах от трассы. Через несколько минут начался концерт. Пятое упражнение. Послушайте, какую новую информацию вы получили. Ответьте на вопрос в тексте. Докажите, что данный текст является текстом-рассуждением. Выпишите предложения с неопределенными местоимениями и определите их синтаксическую функцию. Объясните значение выделенного глагола, чем он отличается от паронима «предоставлять». Почему небо голубое? Ведь солнце посылает на землю лучи белого цвета. А дело в том, что лучи солнца проходят через воздушную оболочку Земли. Воздух состоит из каких-то молекул. Когда свет встречается с этими микроскопическими частичками, они его рассеивают. Надо сказать кое-что и о белом цвете. Он не прост и состоит из нескольких цветов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Если соединить вместе лучики этих 7 цветов, мы получим белый лучик. Разноцветная полоска, которая представляет изложение белого цвета на составные части, называется спектром. Что он вам напоминает? Ответим на вопрос в тексте. Спектр напоминает радугу. Этот текст является текстом-рассуждением, так как в нем есть тезис, почему небо голубое, и есть доказательства, есть вывод. Выпишем предложения с неопределенными местоимениями и определим их синтаксическую функцию. Воздух состоит из каких-то молекул. Из молекул каких-то является определением. Надо сказать кое-что и о белом цвете. Надо сказать что? Кое-что. Это дополнение. Он не прост и состоит из нескольких цветов. Из каких цветов? Из нескольких. Это определение. Упражнение 6. Сравните неопределенные местоимения в левом и правом столбиках. Чем они различаются по написанию?
кое-кого, кое у кого, кое-кому, кое к кому, кое-кем, кое с кем. В первом столбике неопределенные местоимения написаны через дефис, а во втором столбике между приставкой и основной частью слова и есть предлоги. Обратимся к правилу. В неопределенных местоимениях частица приставка «кое» и частицы суффиксы «то» либо «нибудь» пишутся через дефис. Исключение: при употреблении отрицательных и неопределенных местоимений с предлогами приставка пишется отдельно, а предлог ставится между приставкой и местоимением. При дефисном написании дефис в местоимениях опускается. Примеры: ни о чем спросить, ни у какой подруги, остановиться кое у кого. Упражнение 7. Спешите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Наблюдение за некоторыми, пишется слитно, погодными явлениями привело к тому, что люди научились хорошо предсказывать погоду. На помощь ученым-метеорологам приходят несколько, пишется слитно, сетей метеорологических станций, расположенных в разных местах, пишем «е», нашей, пишем «ей», планеты, космические спутники, пишем «о», атмосферные зонды, эти, пишем «и», результаты постоянно обрабатываются мощными компьютерами, пишем «о», и снабжают людей долгосрочными и краткосрочными прогнозами погоды. 8 упражнение. Прочитайте эссе, написанное ученицей, о чем она рассуждает. Найдите сравнение, на что указывает выделенное местоимение, определите его разряд. Погода меняется постоянно, но люди заметили, что в ее изменениях в течение года существует какой-то порядок. В результате у нас складывается режим погоды или климат. Климат – это многолетний режим погоды, характерный для данной местности. Климат, как и взрослый человек, имеет постоянный характер. Например, климат нашей страны. Мы знаем, что летом температура будет высокой, а зимой низкой, что зимой выпадет снег, а осенью следует ожидать дождей. Все заранее известно, даже скучно, но погода не дает скучать. Она всегда преподносит сюрпризы. То засуха, то ливневые дожди, то похолодание поздней весной. Действительно, климат постоянен, а погода переменчива, как настроение человека. Найдем сравнение. Погода переменчива, как настроение человека. Климат, как и взрослый человек, имеет постоянный характер. Выделенные местоимение какой-то указывает на неопределенность. Определяем его разряд, это неопределенное местоимение. Оно образовано при помощи вопросительного слова «какой» и при помощи суффикса «то». В предложении выполняет роль определения. Порядок какой – какой-то. Собираясь утром в школу, вы слышите от родителей: «Сегодня плохая погода». Что же это значит? Выберите слова, которые, по вашему мнению, характеризуют плохую погоду. Это сырая, холодная, дождливая, ветреная, пасмурная, жаркая. Определите, в какое время года бывает такая погода. Переменная облачность, температура плюс 20 градусов, град, сильный ветер. Такая погода бывает весной. Второе. Пасмурно, плюс 2 градуса, дождь, слабый ветер. Такая погода бывает осенью. Укажите неверные ответы. Неопределенные местоимения указывают на неопределенные предметы и признаки количества. Верный ответ. Некоторые пишутся раздельно.
Неверный ответ. Кое-кого, кое-кому, кое-кем пишутся через дефис. Верный ответ. В неопределенных местоимениях приставка «не» всегда находится под ударением и пишется слитно. Верный ответ. Кое у кого, кое к кому, кое с кем пишутся слитно. Неверный ответ. Объяснительный диктант. Увидел кого-то, с кем-то повстречался в несколько минут, почитать что-либо, увидеть кого-нибудь, принес кое-что, кое-какие дела, несколько книжек, нечто интересное, некоторый недостаток, кое с кем говорить. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч.